В 70-х годах 20 века грузинские власти крайне ужесточили свое влияние в Абхазии и стали лихорадочно форсировать окончательное решение абхазского вопроса. В первую очередь усилился процесс переселения грузинского этнического элемента в Абхазию под различными надуманными предлогами. Эта антиобщественная акция стала принимать угрожающий характер, так как абхазов у себя на родине стало в 2,5 раза меньше, чем пришлых грузин. В такой демографической ситуации абхазский народ оказался на грани исчезновения, потому что одного естественного прироста грузинского населения Абхазии уже было достаточно, чтобы растворить абхазский этнос в грузинской среде в недалеком будущем. Даже если бы был исключен механический прирост грузин, чего, конечно, никто не собирался делать. Вопросы, поднятые в письме, оставались классическими, в кавычках, грузино-абхазских взаимоотношениях многих предшествовавших десятилетий. В нем было сказано о том, что продолжается политика ущемления прав абхазского народа, начавшаяся еще до грузинского меньшевизма в Абхазии. В письме далее говорилось, кавычки, в современной грузинской историографии царит ненаучная и политически нездоровая по отношению к Абхазии атмосфера. Сложилась целая плеяда грузинских ученых, специализирующихся главным образом на фальсификации истории. Абхазы понимали, что нет какой-либо иной силы, которая смогла бы их защитить. Именно в такой безысходной обстановке зарождается в конце 70-х годов серьезнейший политический документ, известный как «Письмо 130». Подписи под документом собирали тайно, причем его предлагали подписать только надежным людям, которые могли гарантировать конспирацию. В письме представители абхазской интеллигенции обращались к руководству СССР с просьбой обратить внимание на бедственное положение абхазского народа. Это письмо требует серьезного и глубокого научного анализа. А такой работы не проведено за все эти 40 лет. Об этом, кстати, как-то писал Алексей Уманович. И написал правильно и хорошо. Точно, четко и строго написал. Я хочу публично выразить ему признательность за то, что он проявил такую смелость и выстрелил прямо в цель. Нужно научный анализ, политический анализ. Это и политический документ, и научный документ. Если этот документ был бы с точки зрения науки слабым, уязвимым, то мы не смогли бы защитить его. Письмо 130 произвело эффект разорвавшейся бомбы. ЦК Компартии Грузии вынужден был признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были допущены существенные просчеты. В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства о мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР. В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке. Об этом подробно в своем докладе рассказал заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкуаб. Письмо 130 – это ярчайший пример героизма людей, способных на самопожертвование на благо Родины. Именно такие люди остаются в истории как пример самозабвенной любви к своему народу. Многих подписантов исторического письма давно уже нет в живых, но их роль в борьбе абхазского народа за политическое самоопределение трудно переоценить. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.